Ну что, всем привет. Такое у нас морька сегодня, 9 число. Вечер, сейчас уже 8:49. Время. Там музычка такая спокойная играет. Чайки летают над морем. Вот оно, Черное море. Это поселок Семидворье. Здесь вот такой вид. Там музычка такая играет, расслабляющая. О, 1 лайк. Кто-то меня смотрит. Спасибо. Вот я вам показываю, трансляцию завел. Вон там Алушта. Качество-то нормальное, да, надеюсь? 1 смотрит, 1 лайк. Смотрите, какое море. Черное, шикарное. Да. Так, ну сейчас я поставлю на стол, чтобы вы видели. Вот так вот и море видно. Хотя как-то, да, надо что-то такое притащить, чтобы... Или так, ладно, оставить. Так, сейчас, однако, что-то... Слышно, птички поют как. Так, слушайте, как-то неудобно, да? Так, не видно моря, да? Получается, это по линии горизонта она идет. Сейчас я принесу такой. Так, вот эти книжки сейчас я подложу. Тут книжки у меня есть такие толстые. Сейчас я под него положу. Вот так вот. О! Нормально, да? Теперь нормально. Немножко качает, правда, но ничего страшного. Так, сейчас мы его развернем. Эту конструкцию. Напишите что-нибудь. Кстати, вот такая вот клубника сегодня. Почему клубничный стрим? Потому что вот клубничка у нас. Такая вот клубничка. Такая вот.
классная, да? Так, все, никто ничего не смотрит. Чат. Никто ничего не смотрит. Всем привет, всем привет. Ну вот вам вид такой я запустил. Чтоб смотрели, да. Там мультик такая играет, расслабляющая.
приблизить. Вот. Вот сейчас я вам направлю на Алушту. Там он гора Медведь, ну горы, блин, горы опять. Что-нибудь пишите. Два смотрит. Так, мне, пожалуй, надо наушник, что ли, притащить. Мутновато вид, а вот так фокусируется. Так, ну что, никто ничего не пишет. Пишите, как с вами общаться. Надо что-то, чтобы писали. А так, что-то неинтересно совсем. Так, смотрите, какая клубника. Шикарная. О, видали, да? Ну, она большая. Давайте попробуем. Ну что, давайте еще. Ну, она какая-то невкусная. Пресная. Давайте помельче попробуем. Вот такая вот есть.
Ну да, вот это вот послаще. Давайте такую, вот такую попробуем. Вот такая вот клубничка. Как ее? Ну давай, фокусируйся. Ну, ё-моё. Что не хочет фокусироваться? Где тут камера? О, вот такая вот клубничка, смотрите как. Клубничка над Черным морем. Класс, да? Приходится фокус его настраивать. Слышно музычка там? Надеюсь. Ну, надеюсь, люди подойдут, кто-нибудь что-нибудь напишет. О, смотрите, корабль.
куча. Кто ничего не писал, один смотрит всего. Вот смотрите, там корабль. Ну, там видно, да, корабль вон там. Даже два корабля, что ли? Вон. Видно, да? Вон они. Вот один корабль, вот второй плывет. Вон, с Черного моря стрим. Кто еще вам устроит такое чудо? Вот сейчас вот на вид на Алошту. Вот так вот. Ой. Ой-ой-ой. Че это он вдруг? Смотрите, грохнулся. Че он упал-то? Черную убрал. Может быть, вот так надо как-то его сейчас сдвинуть, а нет? Или батарейка, может, батарейку сейчас я принесу. Батарейку. Надо батарейку. Может быть, у него у стадикама заряд кончается. Я в него суну. Так, что, заряд? Заряд пошел. Уже, видите, темнеет. Так, ну что, где-то при вас. Ну что, вот такой вот у нас сегодня пивасик. Ялта. Вот такой вот Крым. Так что попробуем. Оно, короче, светлое. Светлое прошлый стрим я темное пробовал, а это светлое. Классическая технология изготовления. Срок изготовления 28 дней. Да, вот тут вот написано. О, да что-то не хватает яркости, видать, да? 28, вот такой вот. Смотрите, холодненькое какое. Холодненькое.
Так, ну что? Наливаем. Вот там даже лед еще. Ё-моё. О как. Смотрите. Ну что, за ваше здоровье. Три лайка, смотрите-ка. Уже стемнело. Видно у вас корабли. Это лушты.
чипсики. 150 рублей 100 граммов стоит. Смотрите, как все потемнело. Там вот кораблики какие-то, облака. Видно, не видно вам. О, кто-то подошел. Привет. Привет. Привет, Илья. Вот. Решил поснимать сегодня вечернее море. Вечернюю Улусту. Такой балкончик. Сегодня клубничку кушаем. Вот клубничка. Ой. Пардон. И пиво вот такое пивас. О. Такое пиво. Вот Ялта. Ялта напомнила Улусты. Светленькая. Нормальное, светленькое вот такое пиво. Вот так вот. Так что, если кому что интересно, пишите, отвечу. Добрый вечер. А когда вы возвращаетесь в Якутск? Ну, еще, в следующем месяце. Ну, этот июнь-то здесь пока. И там пока вроде ничего такого не происходит. Поэтому пока здесь вот в Крыму находимся. Потом туда переедем. Там будем. Так. Какие-то насекомые залетали. Нет, я не в Ялте. Я нахожусь сейчас в Семидворье. Семидворье. Поселок. Вот это вид на Алушту. Здесь вот так еще сделаю. Ну, я тоже вот немножко бухаю. Вот. Пиво. Ну, пиво, не водку, пиво. Вот такое вот пиво светленькое.
Много народу в Крыму в этом году. Как оценивать? Нет, нету совсем народа. Нету здесь вот Семидворье. Вот у нас здесь этот отель. Тут много корпусов, практически пустые. Тут очень мало людей. Очень мало людей. Много жилья сдается и народу мало. Как бы начало сезона еще, да, сегодня 9 число. Поэтому, может, еще не приехали, может, еще подъедут, но людей мало. Но отчасти это хорошо, то, что хороший пивас. Что-нибудь пишите. Сейчас сложно добираться, самолеты отменили. Да, сложно, вот поэтому оно и все проблемы. Вот. Да, я тут параллельно в одно ухо сунул телефон. Сейчас его покажу. Не присылает. Вот слушаю. Вот он, красавец. Одним ухом слушаю, вторым ухом пишу это самое туда. Ой, не вторым ухом, пальцем пишу комменты. Вот смотрите, Вадим Экстремов на фоне Алушты. Вы видели, да, такое когда-нибудь? Это же чудеса, да? Вот так вот можно даже. Вадим Экстремов на фоне Черного моря. О, как. Нормально, да? Да, вы просто два телефона возьмите или какой-нибудь там компьютер, гаджет, смартфон, там планшет. И вот так вот можно одновременно два стрима и смотреть. Прикольно, да? Да. Погода сегодня вечером замечательная. Я лично на компьютере два стрима смотрю. А на одном компьютере, ну, там сложно слушать. Вот у меня тут наушник. Наушник, да? Вот наушник. Я вот его в ухо, телефон этот сунул в ухо и слушаю. А комментарии здесь читаю по чату, то, что вы пишете. Ага. Параллельно, да. Не присылает. Ну, сейчас сложный же вариант, конечно. Вот там два корабля каких-то вдалеке видно, да? Сейчас я приближу. Вот они плавают на горизонте. О. Видали, да? Вот это корабли. Ну-ка, сфокусируйся. Корабли на горизонте. Да. Талушта на горизонте. Я еще начинал стримить, когда еще светло было. Вот она. Тоже на горизонте. Видно, да? Вот такой вид отсюда. Прикольный. Я еще параллельно там в чате читаю телеграм сообщения, какие приходят. Ну, здесь вот видно, отображаются на экране. Так, слушайте, я выпил. Пусто. Пусто. Вот, пусто. Надо наливать. Что надо наливать? Так, давайте уменьшим масштаб. Вот так вот. Вот так вот.
Так, вешалка проявилась. Вешалка не нужна. Вот так вот. Так, наливаем. Ё-моё. А чё он так кидает-то его? Слушайте, я не пойму. Что у меня вот этот стабилизатор как-то хитро работает. О, встал, да? Почему? Может быть, баланс что-нибудь не то? Он иногда что-то скидывает вот так вот. Дешевая подставка Мейзу. Моза. Иногда ходишь, когда с ним, он тоже так падает. Чего-то ради. Что за шум там? Народ какой-то. Ничего не вижу. С той стороне тоже нифига не видно. Вот эти только корабли. Ну ладно, обратно ставлю. Обратно ставлю. Балкон большой, хороший. Тима, ну понимаешь, Милана М, ну ты понимаешь, о чем ты? Милана М вышла замуж и уехала. Добрый вечер, Тимофей. Привет, Тимофей. Добрый вечер, корабли на горизонте. Да, вот там вот корабли, да? Вот эти вот корабли. А вот там это Лушта, в той стороне. Вот поставил, короче, чтобы вы смотрели на море тоже. Да. Почему скидывать-то? Как-то его немножечко по-другому. В общем, жечка, сейчас я его... О, так вот. Ох, подождите. Тимофей, здравствуй. Так, так. Шип. Пытай. О, встал, да? Так вот встал. О, вид на Черное море. Вот там вот Черное море, вот там корабли плавают. Ой, да. Хорошее пиво. Так. Тимофей, привет любителям Курской футбольной республики. Тима, ну, понимаешь, Милана М, ну ты понимаешь, о чем ты? Милана М вышла замуж и уехала. Да? Да. Что ты музыку включил? Кончается. Пиво холодненький. Что там его обсуждают, а, в Телеграме? Уже накиданный.
тут написал. Да. О, смотрите, какой пивас. На фоне Черного моря. О. Класс, да? Светленькая. О, как. Пиво. Ялта. Такой вот. Люди, слышно, сидят на балконах. О, класс. Так, кто-то смотрит, 6 лайков. Смотрите, какое пиво. Стаканчик запотевший на фоне Черного моря. Где-нибудь вы такое видели? Только на канале у нас можете такое видеть. Про меня на стриме Вадима Экстремова тоже про меня рассказывают. Я им говорю, кидайте донаты, а результатов ноль. Да. Ну, я раньше на каждое видео по 10 рублей, ну так чисто символически кидал, как бы, ну, на подзарядку там, надо же все равно аккумулятор там заряжать, там, тратить какие-то ресурсы небольшие, да. Ну, конечно, сложно вот ищет человека, да, как он может донатить. На благое дело, если вот люди могут задонатить, ну как можно вот пьяному человеку донатить, да? Он сидит, бухает, да? Вот понятно, если ему задонатить, он пропьет эти деньги. Да, Михайленко вообще какой-то, как он на него посмотришь, он прям прет из него вот это вот, как коммерция, это коммерция прямо прет. Он такой слащавый, конечно, пытается всем понравиться, но я его
практически не смотрю. Ой, я на сон клонит, слушайте. А вас на сон клонит? Так, сколько времени? Уже почти 10. 9:40. А почему Михайленко китаец? Илья, почему он китаец? Ну что, глаза узкие или как? Так, ну что? Двое смотрят, 6 лайков. Ну, красота, зато его, видите, транслирует. Это Черное море, вот это вот корабли. Корабли видно, да? Вот один корабль, второй корабль. А тут гора Медведь вот здесь. А и так. А вот это видно, да? Это утес. Утес, вот этот маленький такой, да? Утес светится. А тут уже вот начинается Алушта. Вот так вот она идет. Алушта. Алушта вот это вот. А это вот утес. Тут вот Медведь гора. А тут корабли плавают. Ну что, как нормально сидим? Так тихо. Ну, кто-то донат кинул, да? 200 рублей. Офигеть. Интересно, я сегодня днем включился, ну так, произвольно, 12 часов. И довольно много народу было на стриме. Я с пляжа. Здесь, ну, какая логика между количеством людей, какие смотрят, и временем, я вот не пойму. Так, донат выводится на экран. Гарри Орловский. О, привет, Гарри. Привет. Привет, Израиль. Балкон стрим. Вечерний стрим. Привет, Гарри. Привет. Вот я с балкона, да. Гарри, привет, привет. Вот смотри, сейчас я специально для тебя покажу, подыму. Вот это Черное море. Вот это Черное море. Вот смотри, вот это корабли.
Вот там корабли на Черном море, вот это 2 корабля. Вот это, видишь, точки, да? Вот это корабли, вот это Черное море. Ну сейчас темно здесь, сам пойми. Море-то не видно, естественно. У меня такого прожектора нету, чтобы море осветить. Но вот это вот, поверь мне, это Черное море. А это вот Алушта, город Алушта. Я сейчас нахожусь в поселке Семидворье. Семидворье. Это вот недалеко от Алушты. Вот она, Алушта, видно, да? Темно, да? Ну, ночью, блин, и сколько у нас уже? Ну, там в Израиле у нас одно и то же время, 9:46, 10 часов вечера, поэтому поверь мне, что да, вот специально на балконе сижу, чтобы поснимать, когда еще удастся вот так вот, чтобы вот такой пейзаж был красивый и стрим устроить, согласись, да? А в Якутске 4 утра и солнце. Да, конечно. Сегодня какое? 9, да? Июня. Так белые ночи вот как раз в это время и начинаются. То есть 22-го солнцестояние солнечное, самый короткий, ой, самые длинные дни. Поэтому все понятно. Ну а здесь еще немножко вот эти облака, как бы, да? Немножко облака. Тут дождливо, короче. Добрыня, друг, привет. Привет, Добрыня. Вот Черное море. Показываю. Хочу выйти купить пиво, самое время. В каком это городе? Это рядом с городом Алушта, Крым. Вот, я показываю тебе город Алушта. Это вот Черное море где. Это я сейчас сижу. И вот вам показываю Черное море. Это город Алушта. Вот это показываю. Вот, видишь, там такие большие дома. Вот это вот. Вот это вот большие дома. Вот. Ну, ночная Алушта. Вот, пожалуйста, специально для вас. Черное море. Ну, сейчас корабли покажу. Вот 2 корабля видно, да? Вот они плавают на Черном море. Ну, море самого не видно, потому что ночь, уже 10 часов. Согласись. Сегодня пивко, да, пьем, конечно, смотри, Гарри. Блин, сейчас уменьшу. О, вот такое пивко. Ну, давай фокусируйся. Ялта. Пивко специально взял. Тут хорошее пивко. Вот смотри, 28 дней срок изготовления пива. По всем законам пивоварения, короче. Ну, оно осветленное, белое. Вот смотри, вот она Ялта. Решила я сегодня, короче, такое пиво пробовать. Крымское пиво. Вот смотри, Крым написано. Ну, здесь только такое продают. Ну, как Ялта пиво. Привет из Крыма. Смотрите, привет из Крыма. Вот так вот. О. Ну, с балкона тут вот это вот балкон немножко мешает, как бы. Вот эта вот часть, ага. Вот так вот, если уменьшить, ага, вот так вот. Балкон большой, хороший. Тут удобно сидеть на нем. Ялта это в Крыму? Крым, ну вот, Крым. Сейчас, по-моему, все говорят про этот Крым там и так далее. Поэтому, ну как, Гердлфингер сегодня кашку или доширак кушаешь, запиваешь якутским пивком. Нет, пиво крымское, ялтинское, криво. Вот такое вот пивас. Добрыня, это подстава, не показывай, не рекламировал. Ну ладно, все. Будем рекламировать тогда клубнику, сезон клубники. Вот смотрите, клубника. У меня тут целая миска такой клубники. Вот такая вот целая. Тут, не знаю, полкило, наверное, даже больше.
клубники. Смотрите, клубника на фоне Черного моря. Отель морской. Морской отель. Тут Эллада, морской. Семидворье. Ну, спокойно, хорошо здесь. Тихо. Тут там музычка где-то в кафе играет. Музычка играет такая спокойная, расслабляющая. Сутки стоит. Да слушай, я что-то давно брал. Ну, лучше, наверное, на сайт зайти и посмотреть, сколько сейчас сутки стоит. Я так вот не хочу говорить, ага. Не знаю, здесь с питанием, двухразовое питание, шведский стол, поэтому, ну, не дешевле 5000. Вот этот отель, ага, за сутки, наверное. Хотя у меня получилось даже дешевле, потому что я брал заранее, да, еще там скидка получилась. Потому что существует программа такая, субсидирование российского туризма. По ней еще 20% скидочка получилась дополнительно. Так вот, не знаю, частная. 1 час 3 минуты. Вот смотрите. Вот такой балкончик, вот там вещи сушатся. Вещи там полотенца пляжные. Там внизу. Внизу что там? Вон там люди еще. Какие-то здания там внизу. Упс. Ну, я море показываю. Вот так вот ставим. Так, немножко надо выровнять. Опа. О, выровнял. Вот так вот на море теперь ведь. Вот это линия горизонта, это море. То есть, что вы можете море смотреть. Я лучше реально, я не думаю, что здесь цены какие-то высокие, потому что тут народу совсем мало отдыхает. Ну, из-за того, что, понимаете, до самолета не летают, и многие люди, они просто те, которые хотели приехать, не смогли, потому что не все могут на поездах, на машинах приехать. Ну, здесь довольно-таки население немного, ну, отдыхающих немного, но отчасти это даже хорошо, то что спокойно, нету толкотни никакой, там очередей и так далее. Отчасти даже лучше это. Ну, так по мне, как бы. Конечно, для местного бизнеса это, конечно, апокалипсис. Но отдыхать, в принципе, да, когда мало народу, лучше даже. Ну, для отдыхающих, да. Вот все понятно. О. Так, ну что, давайте клубничку попробуем. Ну, не знаю, где вы сейчас за границей дешевле найдете отдых. В Турции тоже он не дешевый. Если вы тем более же, как правило, не один едете, а с семьей, там получается тоже хорошие деньги. За шведский стол, за все это инклюзив, за все включено, я не знаю. У нас, по-моему, даже может быть даже и дешевле. Но вот мы тут неделю, да, и получается, это сколько, где-то, наверное, по 4000 в сутки с двухразовым питанием получилось. По-моему, это, ну, недорого. Или дома мест полно. Да, можно и дома отдыхать, да. Можно никуда не ехать, конечно. Ну, тут море, тут как бы, вы понимаете, вы дышите морским воздухом, вот этим йодом, что там с морем. Поэтому, а тут же еще на ЮБК, Семидворье в ЮБК находится, здесь, соответственно, вот этот коктейль моря
плюс можжевельник, пихтовые всякие растения и так далее. Ты вот этим дышишь, это очень хорошо. Понимаете, тут в Крыму всегда были санатории, которые лечили больных людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями, да, сейчас коронавирус, да, допустим, эпидемия, да, вот те, кто коронавирус перенес, им, по идее, надо вот сюда ехать, вот дышать вот этой хвоей, этими фитонцидами, и морской воздух очень, очень полезно. Очень, потом купание, все это благотворно сказывается на оздоровлении. Да, 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 согласен, съезди в Абхазию, в Пицунду, например, там такая да, 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 согласен, ага. Там хорошо, я хочу туда съездить, но пока вот мы пока здесь находимся, это отдельное надо мероприятие делать, надо как-то спланировать будет, потому что есть сейчас железная дорога ходит с Симферополя, поезд ходит с Симферополя до Адлера, это Сочи, да, до Сочи, с Симферополя до Сочи поезд. В принципе, там в Адлере сошли, да, и можно в Абхазию поехать без проблем, ага. Ну, надо продумать все, короче. У нас жара плюс 38. О, Гарри. Да, бедняжка. А здесь прохладно, здесь хорошо, кстати, в Крыму. Здесь сегодня температура градусов 25. Ну, дожди, да? Понимаешь, с такого солнца яркого не было. То есть вообще комфортно, кайф, в общем-то. Это лучше, чем когда вот это солнце палит, да? И ты никуда там не выйдешь, а сидишь там и чахнешь от жары, не знаю, да, под кондиционером. Только спасает тебя. Здесь вообще сейчас вообще благодать. Я вот сижу тут в маечке, ага. Не холодно совсем и не жарко. Вообще комфортно. Поэтому почему не отдыхать? У нас, я считаю, что все-таки надо пропагандировать российский туризм, отдых в России обязательно, потому что у нас ничуть не хуже места. Ну, конечно, да, по сервису может быть там, как бы все это страдает. Но вот в частности вот здесь вот отель морской, который здесь очень все пунктуально они делают, все четко. И, значит, вообще классно, мне понравилось. Тут никакой грубости, ничего нет. Значит, все обходительно, там спрашиваешь, все это делают они без проблем. Поэтому насчет сервиса, шведский стол, опять линия, там набираешь, что хочешь, ну, может быть, по количеству блюд там не так, как, допустим, как вот в Ялте Интурист, да, но Ялта Интурист Ялта интурист, он очень большой, там 2500 человек отдыхает, может одновременно, да, и, соответственно, там и столовая, вот это ресторан у них гигантский, ага, двухэтажные рестораны, там этих блюд всяких, видано, не видано, ага. Но тут здесь поменьше, здесь, естественно, поменьше, народу. Вот сейчас сколько здесь, допустим, говорят, 30 человек, да, в отеле, ну это мизер, да? Мизер отдыхает, как бы, да, по сравнению с тем, что должно быть. Поэтому, ну и готовят они, понятно, что меньше, раз людей меньше, то и готовят меньше, ну, сами понимаете, да, но готовят нормально, качественно, без проблем каких-то, все такое свежее, вкусное. Что-то такого, чтобы какую-то фигню там готовили, такого нет. Поэтому я не соглашусь, что за границей там в Турции он лучше, да. Ну, может быть там теплее, да, там теплее в Турции, да. Конечно, она южнее, теплее все.
Здесь прохладнее у нас все-таки северное побережье Черного моря. Так, дайте-ка прочитаю комментарии. Так, на счет Абхазии я ответил. Дмитрий Милованов, привет. На горизонте что за город в огнях? Это Алушта. Алушта, да? Вот это вот Алушта. Вот. И там вот две точки таких светятся. Ну, сейчас одна как бы, да? А там еще вторая, это корабли плавают на Черном море. Корабли вот это вот. Вот он. Вот. Это получается линия моря. Вот так вот. Здесь вот где-то гора Медведь, Юдак. Это вот светится поселок Утес. Утес, а это вот уже Алушта. Алушта вот там вот выше то, что вот эти вот дома большие. Такая музычка здесь тихая, расслабляющая. Так. На горизонте что за... ну ответил Алушта, да? У нас Дмитрий Милованов. Тима, как вино в Крыму подорожало? Слышу, что в России на 10%. Да, здорово подорожало, да, и здесь тоже она не дешевая. Здесь, ну, вот тут поселок вот этот Семидворье, здесь, честно говоря, магазинов-то и нету толком. Здесь вот один магазин, да, и еще один магазин есть. Ага. Ну, бутылка пива вот такая, да, вот такая Ялта, да? Вот такая бутылка пива 100 рублей стоит. Вот такая вот 0,5 здесь. 0,5 литра светлая, 100 рублей. Ну, расценки подороже, как бы, чем. Поэтому дороже, да, дороже, конечно, стало. Здесь я смотрел, дороже. Вино тоже стало. Так, Гарри Орловский. Готовимся к новому проекту НБО. У тебя уже началась подготовка, да? Я вот тоже, кстати, здесь смотрю. Вот сейчас вот море, здесь может быть НЛО какое пролетит. Но пока я не видел. Вот сейчас сижу специально. У меня тут фотоаппарат есть. Если что, я его сниму. Так что, может быть, и удастся. Ну, сегодня облака. Понимаешь, облака, то есть видимость слабая. Дождики здесь в Крыму идут. Прохлада. Гарри Орловский. Гору Медведь не видел? Видел, конечно. Она вот там вот. Он на горизонте. Вот тут вот гора Медведь. Вот здесь вот здесь вот. Ну, сейчас ее не видно, темно. А так она, значит, днем-то ее тут вообще классно видно. Вообще здесь место просматривается от горы Медведь, получается, да, и да, если в другую сторону, вон в ту сторону, да, в ту смотреть, да, по горизонту, то там можно увидеть Меганом, мыс Меганом, вот этот здоровый, да, потом можно увидеть мыс Капчик, гору Сокол, то, что в Новом Свете, и, значит, вот эти вот горы. То есть, в принципе, все видно отсюда. Вот какая-то точка такая, да, то есть он просматривается вот здесь весь берег. Очень четко, в принципе. Если у вас бинокль есть, вы можете все рассматривать это четко довольно. Да. С ними, да. Я вот сижу, поэтому вот здесь вот хочу вообще сегодня заночевать на балконе. Балкон большой. Вот видали, да, какой балкон? Вот тут можно поставить какой-нибудь матрас расстелить, да, или что-нибудь. И вот тут прямо на полу заночевать. Может быть, эти прилетят, НЛО прилетит. Вот так вот. Да. Кстати, не знаю, кому вот нравится жара, мне, допустим, вот июнь больше нравится, а, потому что нету такой жары и море чистое, и людей мало еще вдобавок.
Понимаете, да? Вот кому нравится, когда людей много, когда толкотня там, а когда друг дружки там по голове ходите. Вот здесь вот даже чувствуются люди, да? Слушайте, да? Там с этих, с балконов тоже, видать, кто-то что-то сидит и услышал их голоса. А было так, что-то я уже неделю здесь. Что, вообще тут тишина была. Так, ну все, допиваем. Тут на дне чуть-чуть осталось пивасика. Хорошая, холодненькая, с холодильника. Ой. Еще клубничка есть. Такой пивас. Такой янтарный цвет. Прозрачный. Хороший. Огненные шары. Над мысом Меганом посмотри в ютубе. Огненные шары, да? Да, я слышал, кстати, насчет мыса Меганом. Там какие-то сверхъестественные силы. И что там шабаш ведьм бывает. И что там рассказали случай, а тут местный, короче, экскурсовод рассказал случай такой, что там какой-то журналист туда, ну, фотограф, такой известный какой-то фотограф туда поехал на этот мисс Меганом, он там решил заночевать. И, короче, он на следующее утро обнаружили его каким-то всем взъерошенным, без фототехники дорогой. Он был, короче, и ничего не помнил, что произошло. Представляете, да? То есть был шабаш ведьм или что, короче, какие-то потусторонние силы там в этом меганоме, которые его довели до такого. Вот так вот. Да, уже что-то прохладнее становится, кстати. Хочется поодеть курточку. Так, ну что, допиваем. Пиваса все меньше и меньше. Смотрите, какой янтарный цвет. Смотрите, можно... Кто-нибудь видел Черное море? Вот Алушту через стакан с пивом. Смотрел кто-нибудь? Вот можете посмотреть. Прикольно, да? Так вот. Там какое-то кафе, такая музыка спокойная. Да, прохладненько стало уже.
Так, а что я выпил уже все? Ё-моё, я уже все выпил. Да вы что? Так, все пусто. Пустая бутылка. Ё-моё, ёлки-палки. Одна бутылка у меня пива, так что все. Давайте на чаек, ой, на клубничку перейдем. Будем пробовать. Смотрите, какая клубничка классная. Вот так вот. Мне второй стакан. Вот оно пиво. Я уже спутал стаканы. Елки-палки. Интересно, клубника с пивом. Кто-нибудь пробовал такое сочетание? Несочетаемое. Да-да-да-да. Так, что написал кто что, посмотрим. Так, огненные шары, Гарри Орловский, да-да-да, Меганом. Ну там какая-то чертовщина на этом Меганоме. Мы же туда ездили. Мы ездили, ну там пляж какой-то, да? И я сразу, когда там был на Меганоме, мне что-то показалось там странное. То есть там такая обстановка, как будто бы ты не на Земле, а где-то на другой планете вообще находишься. Ну и там, кроме нас, там какая-то молодежь тусовалась, подростки, да, там лет так вот по 16-18, бухие, пьяные, матерились ужасно, там куда-то на какие-то там камни лезли они, не знаю. Вот такая вот все, короче, обстановка такая, как-то меня тоже, да, то, что вот это вот подействовало, что что-то там не то. Что-то там не то на этом Меганоме. Так. Дмитрий Милованов. Тима, как впечатление от поезда? Поезд, мы Гранд Экспресс сервис ехали, поезд Таврия, соответственно, плацкарт. Вот этот, ну, не успели уже на купе взять, мы на нижних местах хотим, значит, как бы ехать, поэтому до нижних мест, а вот плацкарте. Ну, нормальные новые поезда, значит, просторные вагоны, значит, ну, мне так показалось, они как будто бы больше по площади, чем вот эти вот старые плацкарты. Там везде розеточки есть, убирают там по 2 раза в день. И э, можно, значит, в ресторан там сходить или заказать эту еду, там вам принесут, вроде бы как, подождите, ну да, ресторан можно сходить, в ресторан, так-то они приносят. Потом можно у проводницы взять, там купить, если у вас вообще ничего есть, там доширак продают и так далее, там магазин. Потом интернет есть. Интернет, ну, он на территории России работает, в принципе, нормально, да, как бы местами тоже, иногда есть, иногда нет. Но, ну, можно в интернете, да, сидеть, да. Потом там локальный свой интернет есть, там можно смотреть какие-то фильмы, ну, файловый сервер, там с фильмами, с музыкой и так далее, аудиокниги, то есть, в принципе, если у вас ничего нету, чем заняться, вы там развлечения можете найти. Потом там онлайн-магазины есть, то есть вы можете, вот как в этих магазинах через интернет, да, то же самое, только в поезде заказать себе как бы еду, там какие-то товары продаются тоже, и вам принесут. Ну вот
когда на территорию Крыма уже заехали, да, интернет уже таким образом. Ну, мы когда в Симферополь приехали, там рядом офис с ЖД вокзалом, офис сразу же Волны, сотовый оператор Волна, мы туда пошли и купили вот эти вот симки Волны местные. Что 600 рублей, ага, там интернета 15 гигабайт дается на месяц. Ну, вот их купили, там телефон, то есть можно звонить по Крыму, Краснодарскому краю с этого телефона по волне. В принципе, там много очень минут без проблем. Ну, а так интернета 15 гигабайт там, ну, честно скажу, вот здесь, допустим, в Семидворье на набережной он что-то плохо ловит, этот интернет. Что-то совсем плохо ловит. Поэтому... И потом я ходил с этим, пытался стрим делать с Ялты, вот где Приморский парк и Приморская набережная, а там у меня постоянно вырубалась связь. Короче, лагал этот интернет и выбивало постоянно. Так, Гарри Орловский, НЛО. Да, где? Тут я смотрю, сижу с камерой, смотрите, в прямом эфире НЛО. Может, вот это НЛО? Вот это может быть НЛО. Я НЛО увидел. Ну-ка увеличим его. Может, это НЛО? Нет, это корабль. Ну, может быть, где оно тут появится, так что я с камерой тут увижу. Дмитрий Милованов. У нас из ресторана ходили в 2020 году, каждые полчаса еду предлагали. Ну здесь не так. Здесь надо идти и там садиться, там принесут там что-то. А этот раз я не видел. Особо такое, знаете, что вот они, как раньше бегали, вот эти вот вагоновожатые, да, что предлагают там разные товары там и так далее. Такого не было в этот раз. То есть, если тебе надо, просто подходишь к проводнице, да, значит, ну, говоришь, мне вот это надо и все. А чтобы бегали, предлагали там еду, там нету такого. Вот в РЖД это есть, а в российских железнодорожных, на российских железных дорогах есть, там бегают, предлагают, там лотереи какие-то предлагают, какие-то благотворительные открытки, еще что-то предлагают. Так, кто-то что-то написал, прочитаем. Гарри Орловский. Завтра, думаю, запущу стрим. Если не будет изменений, так что приглашаю тоже всех. Спасибо, зайдем. Как часто стримы, да, я не ответил. Ну, пока вот здесь сижу, пока связь есть, тут Wi-Fi хороший. С балкончика стримлю. Сегодня, кстати, я стримил тоже через Wi-Fi, но с набережной. Там бассейн есть, я с него стримил, набережную снимал. Ну вот купальную зону там, тоже в принципе нормально, без ну по Wi-Fi. Через эту волну мне не удается сделать, потому что скорость здесь маленькая, почему-то вот в этом Семидворье фиговое качество через волну. Так. Дальше читаем. Так, стрим, да, завтра запускаем. Да, подойдем. Гарри, твой стрим. Дмитрий Милованов. Маршруты рассказывали, что с этого года в поездах Гранд продают сим-карты «Волна», курортные. В прошлом году такого не было. Да, продают, Дмитрий. Сим-карты, но я читал, да, там, короче, брошюра есть о том, что продается, да, и можно через, значит, у ихний интернет, который на поезде, там ознакомиться с условиями. Там не на всех
поездах, которые едут в Крым, сим-карты продаются. Вот я ехал на поезде, который с, значит, Санкт-Петербурга до... нет, с Москвы до Севастополя, да, с Москвы до Севастополя на этом поезде мы ехали. На нем сим-карты не продаются. То есть я спрашивал об этом даже вот вагоновожатую, да, как бы она сказала, что у нас нету, ага, и так далее. И там вот указано, что не на всех поездах, а какие-то определенные поезда, где эти симки продают. То есть, да, это хорошо. Вы покупаете эту симку за 150 рублей там, да, на ней есть какие-то мегабайты бесплатные, вы приложение скачиваете на телефон, да, и активируете себя. То есть свои личные данные, да, но у нас нельзя, поскольку симку иметь, не зарегистрировав там, ну, паспортные данные, да, то есть у нас все симки, они продаются только по паспорту. Ну, здесь то же самое происходит, только вы скачиваете приложение, через это приложение уже себя идентифицируете и, значит, паспортные данные, там, видать, скан паспорта надо все это предоставить. И тогда вам уже, значит, сим-карта начинает работать. Сим-карта начинает работать. Ну, сейчас такая функция, она у многих есть. То есть вы можете купить просто где-то в магазине симку, да, и вставить в телефон, скачав приложение какое-то, да, активировать ее уже дома, допустим, да. То есть здесь то же самое удобно. То есть в поезде, пока вы едете, да, вы покупаете симку, ее активируете, ну, там, где есть, значит, интернет получается, да, на станциях, да, и вы приезжаете там в Симферополь или Севастополь, там куда вам надо, и там вы уже со связью, с телефоном местным, да, ну, в принципе, если вот вы едете до Симферополя, на ЖД вокзале, рядом с ЖД вокзалом, там есть и МТС продают симки, и Волну продают тоже. Поэтому так что без связи остаться, ну, это сложновато, да. И на всех поездах, которые в Крым едут, на каких-то определенных продаются, на каких-то не продаются. А что, если эта точка светится, а не корабль? А вот это вот НЛО. Вот видите, их даже два НЛО. Два НЛО, смотрите, вот. Два. Два НЛО, ё-моё. Но они вот висят в одном месте только, смотрите, вот. Одно, вот второе. Но они должны, если НЛО было бы, это они, наверное, двигались бы, да, а тут они вот просто стоят. Просто стоят вот. Даже вот так я сделаю. Ну, НЛО-то, наверное, летают. Я так знаю, это типа такой летающей тарелки НЛО. И они двигаются. Но они могут зависать, но они в основном двигаются. А эти вот непосредственно стоят на линии горизонта, поэтому, ну, у меня такое предположение, что это корабль. Так что да. Ну, в поезде нормально там едешь. Ну, главное вот вовремя места взять. Места взять, на нижней полочке взять. Вот мы успели, как бы, да, за 3 месяца покупали. Нижнюю полочку взяли. Значит, нижние места, да. А вот над нами, допустим, ехала семья. Их 3 человек, и они все втроем были на верхних полках. Там женщина такая вредная была. Короче, она запихала свой чемодан под нижнюю полку,
из-под носа, ага. Я такой прихожу, он говорит, что за ерунда? Убирайте свой чемодан отсюда, из-под нижней полки. Она говорит, ой, я не могу, типа, это таскать. Я говорю, ну, а зачем вы, типа, я говорю, на верхнюю полку купили, запихивайте туда, наверх, ага. А у нее чемодан такой большой, короче, ага, и он вот в эту часть, ага, значит, ну, у нас тоже чемоданы с собой, поэтому, ну, я же должен свои запихать под свои нижние места. Она взяла, потому что она раньше пришла меня, ага, значит, туда в вагон залезла, взяла и запихала, ну, пришлось, ага, попросить, чтобы они убрали туда наверх, перебрали свой чемодан, перетащили. Поэтому надо успевать, да, в начале продаж купить нижние места, потому что на верхних ехать немножко неудобно. Немножко неудобно. Вот что-то там засверкало такое на той стороне. Что-то там иногда сверкает. Может, это какие-то машины проезжают. Кстати, вот если сейчас НЛО пролетит, если даже я и не замечу его, да, то стрим как бы сохранится, и потом можно будет уже после трансляции разглядеть. Вот видно, да, вот здесь вот что-то там такое, вот здесь вот начинает светиться иногда так ярко, ярко, ярко. О, видно, да? О, видели, да? В этом месте. Тут утес находится, поселок Утес. Этого видно. Вот там что-то опять засветилось. Что там такое? Ну что, давайте допиваем пивас. Да, наверное, я уже завершу трансляцию. Уже 1:39. Ага. Спасибо, кто был, подключился к стриму. Ага. Нам надо уже тут потихоньку бай-бай. Завтра надо будет пораньше встать. Нам в столовую к 8 утра. Ну, в ресторан «Шведская линия». Так. Может, НЛО разведка. А вторая поменьше мерцает. Да, там два корабля. Я их днем видел, ага. Днем видел. Это корабли, ага, значит, они вот где-то там на рейде стоят, ага. Там вот там на них какие-то вот эти лампы есть, ага. Соответственно, их ночью включают. Соответственно, они светятся. Те точки пропали. Ух ты, офигеть. Да. Вот так тоже. Вот не пропали вот их две точки, смотри. Гори, вот две. Так, чуть ниже. О, тут еще. Опс. О, видно, да? Одна и вторая. Одна сильнее, вот это вот справа светится, а это слева слабее светится. Да, вот такая вот тут у нас. Так, вот так вот. О, те точки пропали. Не, они там есть. Ну что, ладно, давайте еще клубничку съем. Как-никак сегодня что-то написал, что клубничный стрим. Вот клубничка у нас на фоне Черного моря. Два мерцает. Да. Это вот эти корабли. Так вот, если бы я их днем не видел, я бы сейчас подумал, что да, это НЛО. НЛО, там летающие непознанные объекты какие-то. Но поскольку я их видел днем, то ну, я не могу предполагать, что это НЛО. Так, ну что, давайте
подойду. Завтра днем, ну если не уплывут, да, посмотрю. Вот она. Этот, видать, уплывает, его все слабее, слабее слева. А это также ярко светится. Да, корабли. Черное море. Но сейчас море не видно. В начале стрима, в принципе, если посмотреть, там море видно. Там было еще светло, а сейчас уже все. Тут темнотень. Сейчас сколько времени? Это 10:32 время. Ну вот еще покажу Алушту. Вот Алушта. Вот она. Побережье. Ну, кто знает, вот она. Немножечко у меня фокус. Там какой-то дом высокий. Вот он. О, дом высокий. Тут тоже какой-то большой дом. Фокусировка гуляет. Приближение слишком большое. О, так вот. Ну и все, в общем-то. Тут у нас народ еще гуляет. Слышно, нет? Вот с той стороны тоже. Да, я развернулся сейчас в ту сторону. Вот стол. Вот пиво, которое сегодня бутылочку выпил. Вот клубничка. Вот клубничка, вот клубничка. Вот клубничка. Вот таким вот образом сидим тихо, спокойно. Дышим воздухом. Вот, кстати, какие-то начали эти здесь насекомые или птицы, или кто это, лягушки клокоть. Люди слышно гуляют. Можно даже, я думаю, на набережную сейчас спуститься и там походить по ней. Ну что, так, давайте тогда все. Кто там что написал? Все, ладно. Давайте, все. До новых встреч. Пока все. Прекращаем трансляцию.